Сергей Гардович, скажите, пожалуйста, будет Тамерлан в Самарской области или нет? Если говорить о памятнике Тамерлану, то я считаю, что этого не будет. Среди татар Самарской области появится инициатива, появится, например, спонсор, меценат, да, вот, и появится такое желание поставить памятник Тохтамышу. Может он появиться, этот памятник Тохтамышу в Самарской области? Приветствую, уважаемые зрители, подписчики и комментаторы YouTube-канала Татары Мира. Сегодня у нас будет беседа с интересным человеком. Сергей Эдгардович Зубов, археолог из Самарской области, Самарский университет. Он был у нас проездом в Казани. Я, как мог, быстренько сообразил, с ним встретился. В общем, мы с ним хотим обсудить одну очень важную тему, которая волнует, интересует, вызывает какие-то вопросы у татар в соцсетях, а именно установка памятника Тамерлану в Самарской области, рядом, где река Кундырче протекает. Два района у нас: Кошкинский район и Красноярский район. То Мгм. есть вот эти места сейчас рассматриваются как место, ну, вернее, районы, где могла быть битва между Тамерланом и Тохтамышем. Немножко погружу и расскажу нашим зрителям историю, связанную с этим памятником Тамерлану. В общем, действительно, в Самарской области, вот примерно вот в этой местности произошла одна из самых, наверное, масштабных, очень заметных сражений между среднеазиатским правителем Тамерланом или Амир Тимур, да, и золотоордынским ханом Тохтамышем. Почему эта история важна, это сражение? Потому что, ну, говорят, что после того, как Тохтамыш проиграл Тамерлану, Тамерлан прошелся по поволжским городам, дошел до Булгара, разрушил его. И вот с этого момента Золотая Орда пошла, так сказать, в упадок. И отсюда вот начинается возвеличивание Москвы. И, в общем, итог там Золотая Орда раскалывается на татарские ханства, и дальше уже, наверное, вы знаете историю там Крымского ханства, Казанского ханства, Сибирского ханства. Так вот, да, есть такая инициатива со стороны, значит, правительства Узбекистана установить в Самарской области памятник Тамерлану. Так получилось, что татары как бы в схватке между Тамерланом и Тохтамышем своим считают Тохтамыша, вот, Тамерлану как бы негативное отношение. Но сейчас в Самарской области есть различные краеведы, вот, например, писатель Агалаков, которые как раз-таки возвеличивают образ Тамерлана, и это все вот приходит в какой-то диссонанс, какой-то вот вызывает эмоции, да, у татар. Значит, Сергей Гардович, скажите, пожалуйста, будет Тамерлан в Самарской области или нет? Ну, вопрос, наверное, не вот ко мне, что Ну, будет или понятно, не что уже не к будет, вам, да, то да. есть я не даю распоряжений или согласований на строительство памятников. А что вообще за проект? Откуда он Но я появился? вам скажу вот с самого начала, да. А, Установка памятника в нашем государстве считается в ведении муниципалитетов. Мгм. То есть я специально спрашивал в правительстве Самарской области, никаких а, запросов, просьб со стороны муниципальных районов по строительству памятника или хотя бы по проекту памятника не было и не обсуждается. Строительство памятника, тем более строительство памятника Тимуру, обсуждается только в сетях. В соцсетях Да, в обсуждается. соцсетях. На уровне правительства ничего нет. И на уровне муниципалитетов тоже ничего нет. Поэтому здесь такой вот интересный момент случился. То есть произошел какой-то вброс, да, начали все активно обсуждать, хотя обсуждать пока нечего. И ну вот вы сказали про постановление Кабинета министров
Узбекистана, что об установке памятника Тимуру на территории Самарской области. Тот перевод, который мне был дан в правительстве Самарской области, там есть человек, работающий в департаменте международных связей, то есть знающий узбекский язык, он перевел, и я не увидел там конкретики, что узбекская сторона хочет поставить памятник Тимуру на территории Самарской области. Там разговор больше идет об увековечении героев Великой Отечественной войны. Вот. Хотя тема Тимура, она проходит по другим пунктам. Ну, в частности, там собираются сделать научно-популярный фильм о Тимуре. И, может быть, вот эта вот такая история вдруг вышла на вот такие недоразумения. Вы это считаете недоразумением? Э, на сегодняшний день, если брать официальные источники, то никаких м, предложений со стороны Узбекистана ни в МИДе России, ни в правительстве Самарской области нет. Именно об установке памятника. Поэтому говорить пока, собственно, даже и не о чем, да. Другое дело, ну, вообще это все обсуждается. Это по-разному. Сразу и много негатива. Да как же это так? Как это можно? И А я, негатив с чьей стороны? а, Кто может ну, выражать? негатив я услышал с татарской стороны. Да, то есть это много негатива было. И мне присылали даже на почту а, письма, ну, которые вот Ну, то есть в сетях. татары в Самаре возмущаются? Это вы про это? Э, Ну, и здесь и у меня были и казанские письма, да, и самарские. Да, определенные возмущения существуют. Вот. И поэтому ко мне обращались из управления по связям с национальностями и религиозными конфессиями. Мы обсуждали в приватных беседах эти темы и пришли к такому мнению, что, ну да, как событие это можно отметить каким-то обелиском, да, ну то Сражение есть между само Тохтамышем сражение, и да, да, Тамерланом. да, если в этом есть нужда какая-то, да, вот, хотя, собственно, с чем связан мой приезд в Казань? Мы хотим в первую очередь вместе с казанскими коллегами, с историками, с археологами, в первую очередь найти это место сражения. Понимаете, мы сейчас, у нас телега едет впереди лошади. То есть начинаются разговоры о установке каких-то мифических памятников, хотя мы еще никто не знает точного места этого сражения. И просто где устанавливать этот памятник? В центре Самары или еще где-то, или где-то на проезде там на М5. Или в чистом поле? Да, или в чистом поле. Непонятно. То есть сначала надо, конечно, понимать, где это было сражение, выявить все причины следствия этого сражения. Не случайно мы сейчас с вами находимся в Институте истории Марджани, да, то есть вот мы сегодня провели беседу с историками для того, чтобы скоординировать свои действия. И чтобы вместе постараться в первую очередь найти место этого сражения, провести, возможно, какие-то небольшие хотя бы
археологические изыскания для того, чтобы понять, где было сражение, как оно происходило. Может быть, археология и топография местности, она даст какие-то еще дополнительные подсказки, да, как проходило сражение, почему такой вот произошел итог. Ну, то есть здесь много очень Можно интересного. я гипотетический вопрос задам? А, Предположим, завтра МИД России говорит, у нас хорошие отношения с Узбекистаном, нам нужно эти отношения упрочить с Узбекистаном, поэтому давайте вот сделаем приятное узбекской стороне и вот как-то почтим их память. Поставь памятник Тамерлану. Это первый аргумент, который может, например, сработать. Второй аргумент, ну, понятное дело, все регионы как-то хотят у себя сделать туристические точки развития, точки роста, да. Я вот знаю, у вас вот там фестиваль проводится, посвященный битве Мгм. на Кундурче. Ну, почему бы не сделать и там, вот в этом месте, где проводится фестиваль, тоже какое-то памятное место, именно посвятив только Тамерлану. Вот если, например, два вот этих аргумента начнут муссироваться, обсуждаться в публичном поле, вы допускаете, что появится памятник Тамерлану потом? Если честно, если говорить о памятнике Тамерлану, то я считаю, что этого не будет. Вот, ну просто вот это мое мнение, и мне кажется, ну, возобладает просто такой чистый разум, да. Вот. Точно так же, как и я бы, например, не хотел бы видеть и памятник Тохтамышу. Да, Почему? на Самарской территории, ну, у нас ничего не связывает там ни с Тимуром, ни с Тохтамышем. Собственно, понимаете, зачем вы выпячивать одну личность, ставив в тень другую? Это два ярких лидера средневековья, да? Ну, так произошло, что вот на территории Самарской области произошло сражение, где Тохтамыш потерпел поражение, да? М, Вот в Самарской области это вот только вот так вот раскладывается, да. Это место, да, это такое памятное место, это очень крупное событие, очень много воинов присутствовало как с одной, так и с другой стороны. То есть это сражение, ну, величайшее сражение Средневековья, по крайней мере, по численности, я имею в виду. Да, ну, собственно, и по результатам тоже можно, это вот уже историки должны говорить, вот и причины, и следствия этого сражения. А что вы скажете, если, М, например, в Самаре же тоже проживает коренное татарское население, там Конечно. примерно чуть меньше 100 тысяч, по-моему, населения татарское. Вот, скажем, если среди татар Самарской области появится инициатива, появится, например, спонсор, меценат, да, вот, и появится такое желание поставить памятник Тохтамышу, может он появиться, этот памятник Тохтамышу в Самарской области? Да, любой памятник может появиться, да, ну, кроме, конечно, там каких-то фашистующих элементов и прочее. Это историческая память, то есть Тохтамыш это историческая личность, личность неординарная. Вот. Но то же самое я могу сказать и про Тимура. Тоже личность неординарная, но очень яркая и значимая. То есть я говорю, это два очень мощных лидера двух государственных образований. Э, Поэтому может и появиться, но это должна быть инициатива, да, это должно быть решение, ну, как минимум, муниципалитета, ну, существуют определенные процедуры, которые должны пройти для того, чтобы этот памятник можно было бы воздвигнуть. А вот смотрите, в статье
историков Самарской области, там, писателей, ну, условно говоря, наверное, назовем старым словом, да, интеллигенция. Может быть, современно, интеллектуалы, да. Вот там есть такие настроения в пользу установки Тамерлана? Вы, может быть, знаете ваших коллег по Ну, цеху? знаете, я не слышал таких, таких людей. Вот. Наоборот, вот с кем бы я ни разговаривал, все выражали ту точку зрения, к которой я склоняюсь, что да, можно, в принципе, поставить какой-то знак, который обозначает, ну, место битвы, вот место сражения, и все. То есть можно даже скульптурную композицию, но не персонифицированную. Понимаете, вот, ну, то есть, я бы просто за какой-нибудь обелиск вот, выступил. Поэтому среди моих знакомых вот, каких-то приверженцев установки, памятника, Амиру Тимуру нет. И если честно, я даже не слышал, таких вот призывов. Поэтому, я даже не знаю, откуда это вот, вылилось, что вот, поставить памятник Тимуру. У нас, по крайней мере, в Самарской области об этом не говорят. В Татарстане говорят. Откуда, взяли, вот это, я не знаю. Вот вы откуда вот, черпаете эту информацию? Вот вы говорите вот про памятник, Тимуру, ну, в какой-то негативной, части. Вы откуда эту информацию взяли? Это обсуждают люди в соцсетях. Это все Вот, это циркулирует. соцсети, это вот кто-то, какие-то фейковые вбросы, вот, и это все обсуждается. А на самом деле, я еще раз говорю, на самом деле пока официальных каких-то запросов, просьб, обращений ничего нет. То есть все обсуждается в соцсетях, и вот мы сейчас тоже, сейчас вот пытаемся тоже на эту тему поговорить, на Ну, тему того, чего еще пока, ну, как бы и обсуждать-то очень сложно. но это просто уже начало циркулировать. На Да, что, да, да, да. как вы знаете, когда нету информации и что-то начинает циркулировать, оно начинает обрастать какими-то подробностями, которые, наверное, не совсем являются правдой. Ну да, я думаю, наверное, здесь должна выступить, должно выступить правительство Самарской области и подтвердить, официально, что вот на сегодняшний день, пока ничего, нет ни с узбекской стороны, ни со стороны МИДа. Причем, ну, вот этот вопрос, я, конечно, я его не замолчал, но я не знаю, как на него ответить, если президент Российской Федерации рекомендует там губернатору Самарской области Придется поспособствовать подчиниться, да? главе, да, Татарстана что-то сделать. Я думаю, он тоже прислушается или, по крайней мере, будет думать, как очень тонко отказать, да, и весь кабинет министров будет ломать над этим голову. А, Поэтому я не могу отвечать за губернатора, за его правительство, если президент Российской Федерации вдруг что-то попросит его сделать. Попросит и, наверное, настоятельно попросит, да, или очень, очень вежливо. Вот. Но здесь я не могу на это отвечать. Насколько я знаю, вы специалист по средним векам и по железному веку, как археолог, да? Так или иначе, все равно вы в вашем цеху историков. И я хотел бы узнать ваше вот личное мнение по отношению к Тамерлану. Я понимаю, что нам с высоты 21 века, наверное, не совсем правильно рассуждать о людях средневековья, когда люди в основном либо торговали, либо воевали. Ну, может быть, еще там хлеб сеяли, да, занимаясь сельским хозяйством. Но все-таки вот личность Тамерлана, вы говорите, она такая неординарная. Но мы можем все-таки подобрать какие-то координаты, что ли, чтобы с помощью них все-таки понять то, что
делал Тамерлан, вот, его известные поступки, что он там из голов собирал пирамиды, там жестоко расправлялся со своими врагами. Все-таки это вот как-то вписывается в, ну не знаю, в рамки, наверное, жестокой средневековой морали или нет? Вот вы как-то вот свое отношение смогли выстроить к этой исторической личности? Все равно же интересно. А, Очень интересно, потрясающе интересно. Но 2 таких тезиса. Первый тезис: я не специалист, вот всё-таки средневековья, я археолог, да, и, археолог, ну, более, занимающийся более древним, временем. Это время Римской империи, падения Римской империи, великого переселения народов, да. Ну, то есть это вот, все-таки я здесь не претендую, не могу претендовать на доскональное знание истории и личности. Да, это надо читать источники, надо глубже знать историю этого периода, от конца XIV века. Да. Это первый такой вот момент, на который я бы побоялся отвечать, давать какие-то четкие характеристики. А второй момент, действительно, все-таки вот средневековье – это жесткое время, очень жесткое. И говорить, что только Тамерлан был жесток, ну, это значит, пойти против истории. Потому что, все, средневековые лидеры, были чрезвычайно жестокими людьми. И они могли удержаться у власти только таким образом. Тохтамыш тоже был не исключением. Он тоже был очень жестким человеком, на мой взгляд. И просто мягкосердечный не мог бы усидеть. Череда вот это вот в Золотой Орде, это вот это так называемое замятня, да, там же ханов вырезали просто, они же сами родственники из вот этой, все потомки Чингисхана, они друг друга резали просто вот, потому что и младенцев убивали, потому что это претендент на ханство, да. Это время, это вот то страшное, наверное, средневековое время, когда лидером мог стать человек очень жесткий. Вот, не знаю, смог ли я ответить на ваш вопрос. Из вашего А, ответа у меня м. вытекает другой вопрос. Ну и зачем нам тогда эти все жесткие, жестокие лидеры средневековья в нашем современном мире, в 21 веке? Зачем мы вообще о них вспоминаем? Зачем мы о них тогда пишем книги, там делаем научные конференции? Можно же без этого обойтись. Эти же все люди, как будто вот с другой планеты, они там спокойно могут убить там своих родственников, там спокойно там отрубить голову, из голов собрать пирамиду. Тогда зачем вообще эти люди в нашем современном сегодняшнем мире, реальности? Ну и здесь, наверное, стоит вопрос тогда, зачем вообще нужны историки? Вот. Да, вот это напрашивается вопрос на вопрос. Ну а зачем тогда вообще истории, зачем изучать историю? Вот. Ну как же, если мы не осмыслим прошлое, мы не можем двигаться жить в настоящем и двигаться в будущее. Вот, то есть определенная работа над ошибками, да, это все равно, это вот история, она дает какой-то опыт, да, чтобы не ввергнуться опять в этот хаос средневековья. Это уже хорошо, это уже хороший такой позитивный момент. Да, для чего нужна история, для чего нужно изучать эту историю. А по поводу личностей? Личности в истории никто не отменял, они были, есть и будут. Они и сейчас личности в истории существуют, да, я не буду сейчас современные личности говорить, но они есть.
Есть слабохарактерные, которые приводят к краху, да. М, и есть жесткие лидеры, они и сейчас существуют. Ну, как Ну, может Тамерлан. быть, да, нет вот этих пирамиды отрубленных голов, да, нет опричнины, там, нет еще чего-то, но какие-то другие формы, все равно формы жесткости, они присутствуют. И зачастую это иногда даже оправдано, да, чтобы консолидировать, например, какое-то государство, нужно провести ряд решительных каких-то мер. Не всегда сообразных, ну, какой-то части населения, которые говорит, ой, нет, что-то это как-то жестковато, нам это не нравится. Да, не нравится. Вот. Поэтому роль личности в истории, вот я всегда, нас учили по-другому, что вот в советские времена, что ну, не личность определяет роль истории, а вот формации и прочее. Вот. Но со временем все-таки ну, пришло понимание, что роль личности в истории очень важны, очень серьезны. Не было бы, там, условно говоря, Тимура, и многое бы в Евразии пошло бы немного В по-другому. современном мире нужны ли такие решительные государственные деятели, жестокие? Ну, наверное, тут стоит образ уже там Тамерлана, Тохтамыша. Ну, нет, я не готов обсуждать современных лидеров, да. Вот. Хотя я, Мне интересно ваше личное я мнение. вот, например, долго живу на свете уже достаточно. И я помню в советские времена многие камазисты, например, вешали а, к себе или на лобовое стекло, или к себе в кабинку, например, Иосифа Виссарионовича Сталина, да, портрет. То есть вот та советская вот действительность, вот этот застой брежневский, да, вот у людей, люди хотели чего-то более Решительно. решительного, серьезного, может быть, даже жесткого, может, не осознавая этого, да, не зная, что это жесткость, она переходит в жестокость, жестокость, она переходит вообще в геноцид своего же народа, да. Вот. Но в то же время это было вот такое вот, было желание. Поэтому, ну, в разные периоды иногда люди даже хотят каких-то более решительных мер. Вот. Ну, потом жалеют об этом. Что зачем же мы этого хотели, как нам хорошо жилось, и вот тут вот появился лидер, который вверг нас в хаос там какой-нибудь войны или еще чего-то. Вот. Поэтому, ну, здесь, конечно, рассуждать о роли личности в истории можно много, но я считаю, что, возвращаясь к нашему все-таки разговору, что и личность Тимура, и личность Тохтамыша это очень такие глобальные личности, изучение которых, да, ну, нужно, необходимо. Поэтому, наверное, прежде чем рассуждать об установке памятника или ставить памятник тому или другому, наверное, надо более спокойно сначала провести исторические исследования, да, понять эти исторические исследования, я убежден, надо переводить в научно-популярную форму, чтобы, но именно настоящие исследования, то есть не какой-то доморощенный там публицист, историк там что-то написал, вот, ну, что ему так кажется, и все. Вот, какие-то акценты так расставил непонятно. И вот, ну, я так вижу эту историю. Все-таки, наверное, надо
популяризировать настоящую историю, основанную на очень грамотном изучении источников, то есть осмысленно изученную историю, и тогда ее популяризировать. Я думаю, вот после этого и вот такие фейковые вбросы, они будут гораздо меньше. То есть Привлекать внимание. народ будет понимать, что за этим стоит. В общем, правильно ли я вас резюмирую, что, в принципе, татарской аудитории пока рано волноваться, нервничать и тревожиться, что в Самарской области появится памятник Тамерлану? Пока рано, да? Я думаю, сказать рано это даже мало. Наверное, не надо вообще беспокоиться. Конечно, я не гарант вот Ну, нет, всего этого развития событий, но мое мнение, что, конечно, такого не будет. Никаких памятников Тимуру, так же, как и памятников генералу Скобелеву в Узбекистане, тоже, наверное, не будет. Вот. А, И нужны ли они, да? Памятник, что это такое? Это память, да? Вот, поэтому нам надо вот эту память просто закрепить в научных книгах, которые перейдут потом в научно-популярные книги, которые можно действительно, не боясь, давать читать школьникам, студентам, ну и всем, кто интересуется историей. Сергей Эдгардович, большое спасибо вам за интересную беседу. Спасибо вам.